Девочки, мы работаем, все работают. Анжелика нам готовит обед вот такой вот вкусный. Она еще позавчера вечером замариновала это мясо. Такой аромат идет. Куриные вот эти голени, да, правильно что называется, Анжела? Ой, как вкусно. Такой ароматик идет, машалла. Она говорит, мам, картошка, ничего не надо. Овощи есть, здесь всего достаточно. Анжела, почему ты белую не положила капусту такую же? Еще белая у нас есть. Но дело даже... Так, давайте поздоровайтесь со зрителями. Всем привет! Давай, Софиша тут привезла вот ноготки. И они с Алиюшкой тут. Так, кстати, вы подготовили, вам нужно подготовить только у нас, чтобы это все происходило. Новогодний танец красивый. Угу. Понятно? Да. И по-чеченски, и по-русски, по-разному. Мам, Вот такие они сами приклеивают. Я нашла новую В крутую. том году у нас тема интересная же была, да? Да. А где на этот ноготь? А, вот. Вот, мы уже елку нарядили красиво. Знаешь, а ну-ка, Гайта, Софиш? А мы елку не нарядим, пока Мата не уедет. Куда? Куда? На свадьбу. Девочки, я пришла к подруге Седе в гости, но она меня сегодня бросила. Поехала по каким-то делам срочно, сейчас приедет. Но несмотря на то, что ее нет дома, тут невестка, дочки меня встретили с такой любовью. Вообще все суетятся, накрывают стол, такую вкусняшку приготовили. Галушки с колбасой домашней, картошка. Вот такая вот красота, моя любимая. А Седа сейчас приедет, там они по каким-то срочным делам поехали, сказала, быстро приедет. Всем приятного аппетита, кто сейчас садится кушать. Такая вот вкуснота. Вот такая. Девчат, пока мы тут сидели, Седна невестка вот перцы начинила здесь. У них вот на днях события тоже. Девочку замуж провожает. И вот она готовит заготовки. Они уже много заморозили. По чуть-чуть каждый день делает. Да, я отсуну. Тут что? А, тут курей будут замачивать. В общем, мы придем сюда провожать невестку. Вот так вот. Да, собираем посылки. Огромная посылка у нас едет в Подмосковье, по-моему. Набор поварешек, Антабакс. Вот такой вот. Потом, они вот видите, это кондиционер для стирки Антабакс. Вещи вообще мягенькие становятся. А это вот жидкость для стирки. В сочетании очень классно. Вот это вообще бомба. Вообще все, что связано Антабакс, все берите смело. Но правда, хочу сказать, что есть очень много подделок. Мне как-то не хватило, я заказала на одном сайте, не буду говорить где. Мне очень не повезло, пришла подделка. Второй раз получилось, что мне нужно было, не хватало срочно, был большой заказ. Нужно было, а? По 600 даешь. Да. Вот, я заказала, девчат, нужно было блинницы. Уже они, знаете, как сказать, хоть они там не по выгодной цене были, но мне нужно было срочно отправить, а на базу я еще не скоро могла возможность попасть у меня. Мне пришлось 10 штук заказать, мне нужно было в черном цвете 10 блинниц. Не представляете, мне пришли все зеленые. Ну все, там уже последняя капля моя растает. 10 штук зеленых, куда их девать? И все, больше с этими людьми не дружу. Химия в основном 80% идет подделка. Я не верю. Это уже достоверная информация. Сами пользуемся, сами стираем. Это и не реклама. У меня правда все дома. Все теперь только Антабакс.
Доверяю только им, потому что это отличное качество. И сырье такое, знаете, безвредное для организма. Вот. Вот. А это вот женщине, она заказала, конечно, духи себе. Вот. И в подарочек я ей положила еще дубайский дезодорант, положила в подарочек. Потом вот такие вот тепленькие носочки ангоровые, очень хорошее качество. Вот. И, конечно же, открыточку с наступающим Новым годом. Подарок. Сейчас открою, секунду. Вот. И сумочка. Вот такая вот красивая. Думаю, ей будет очень приятно получить такой подарочек. Пусть женщина пользуется на здоровье. Это моя постоянная клиентка. Очень доброй души человек. Идет массовое собрание у нас посылок. Поэтому сегодня у меня видео не выйдет по поводу квартиры. Выйдет завтра. Дождитесь, правда, это в Белгород идет посылка. Здесь, значит, смотрите. В этой посылке что у нас? В заказе 9 мыла. Открыточку я положила. Мыло вот разное. Дель, Люсия, вот такой вот. Это мы уже собрали посылку. Значит, 9 дезодорантов. На 9 человек женщина заказала. Ой, какие ароматы все эти дубайские, машалла. Они по 600 рублей, девочки. Яра и духи розовые хорошие. И вот эти вот вообще просто супер. Очень стойкие, хорошие ароматы. Вот такие вот. Вот такие. Вот такие. И в заказе парфюм вот 9 штук. 2 эклата женщина заказала. Вот потом 3 мужские идут. Смотрите, какие красивые упаковки, девчат. Чисто Дубай. И качество у них прям стойкие, хорошие. Вот такие мужские. Вот такие мужские. Вот. И вот такие, да. Это вот 3 мужчинам. Они идут по 4500, девочки. 4500 стоят. Дальше 2 эклата женщине. Там было сказано мне так. 3 для мужчин и 6 для женщин. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 6. Тоже очень стойкие, хорошие ароматы. Все это Дубай. Вот это вот заказ, да. И, в общем, всего 9. 9 дезодорантов, 9 парфюма, 9 мыла. Вот я вам показала. Значит, подарочная упаковочка. Открыточка и что-нибудь еще презентик положим, там полотенце, что-нибудь такое обязательно отправим. Всех с наступающим. Друзья, собираем посылки. Знаете, некоторые думают, что у нас только там какие-то большие заказы, что мелкие мы совсем не берем. Нет, мелкие мы тоже берем, потому что мы понимаем, что у людей возможности нету. Кто на что гораздо, да, у кого, смотря какие финансы, поэтому вопросы. Вот сейчас, например, у женщины, смотрите, вот такая вот скромная посылочка. Все ящики у нас большие, огромные пакеты, а вот у женщины вот такая вот скромная посылочка. Да? Ну, на Новый год она решила, может, у человека больше средств нет. Мы аккуратненько положили сюда открыточку, вот, подарочный пакет и все. Я думаю, это будет очень приятно. А ну-ка, Анжела, открой, пожалуйста, сумочку. Ага. Все, мне кажется, вот в таком пакете к Новому году. Ой, я неправильно положу, Анжел. Вниз пузыречками положи. Сейчас у нас мы тут собираем посылки, друзья. Тут же и чаек пьем. Открытки расходятся. Сколько у меня было их, наверное, штук 500 всего. Вот что осталось. Я в каждую посылку кладу подкрытку. В каждую. С Новым годом тут все. Давай, ложи. Угу. Все. А также у кого персональный заказ, только духи, девчат. Если у кого-то только духи, то вот так вот. Вот сумочка, да, поздравительная. И там, например, духи. Кстати, девчат, вот эти вот одеколон, они недорогие, вот эти вот. Вот эти вот, видите, Александр, они идут по 2500. Вот эти вот. По 2500. Вот эти вот 3500, это мужские.
Аромат обалденный, девчат. Я вам серьезно говорю. Ароматы просто чудо из чудес. Очень хорошие ароматы. Вот тут написано. Да где это? Made in Germany. Ну, в общем, вот эти вот, они очень-очень хорошие, девочки. Для мужчин и недорого. И недорого. Вот эти вот сейчас тоже. Из товара все, что осталось. Ну, товар едет новый. У меня, друзья, каждый раз на посылку уходит флакон парфюма. Потому что я каждую посылку, ну, естественно, кастрюли не буду я душить, духанить или как там брызгать. А вот такое вот полотенце, постель, пледы, там что такое, я все брызгаю, чтобы человек, когда получил посылочку, чтобы шел приятный аромат. Поэтому я на каждое собирание посылок, извиняюсь, вот, мы все это пшикаем разными красивым парфюмом. Вот. Ну, вот так вот, в общем. Так что заказывайте. Вот эти тоже привезла разные антабаксы. Всего это полно. Гранулы. Друзья, сейчас перед Новым годом заказывайте тюли, шторы, все постельное, стирать, чтобы аромат их надолго хватает, чтобы аромат стоял в доме у вас вкусный такой. Они есть разные. Ну, тоже обзор-то будет на днях. Ну, просто, может, кто далеко живет, то вот Tom Ford дезодорант. Это все идет Дубай, девочки. Все они идут дубайские. Вот такие вот. Бакарат. Вот. Пожалуйста. Made in. Белые разные. Вот такие вот. Бакарат белая. Бакарат вот в такой вот, девочки. Потом вот Моноготас. Хорошая тоже. Вот Виктория Форвард тоже классная. Секрет. Кстати, такая же постель есть. Бакарат вот такие. Ну, в общем, дезодоранта очень много. Поэтому, девчат, как я и говорила, вот такие вот стоят 500 рублей у нас. Да? Вот эти вот побольше, все остальные по 600. Только маленькие вот такие по 500. Вот эти вот толстяшки вот такие идут по 600 рублей. Это стойкий, шикарный дезодорант. Ну, вот так вот женщина с Новым годом. Мне кажется, классно, да? Ну, какое это теперь все уже эти... У нас коридор завален. И сейчас вот отправки. Девчат, эти вот пакеты, вы знаете, нам на почте разрешили давно. Где пакеты, сам черные вот эти вот? Нам на почте разрешили ними пользоваться. Но они, я хочу сказать, недорогие, они такие плотные. Они не дешевые эти вот. Ну, упаковку берешь, она там 300 с чем-то, но они прям плотные, хорошие. То есть на почте сказали, можно вот такие пакеты, поэтому не говорите там, что это мусорный, не мусорный. А чем лучше почта? Эти даже покрепче. Упаковано все хорошо, все скотчем. Сколько на это все скотча уходит? За эти пакеты, эту упаковку возьмешь пакетов, туда-сюда ее уже нет, их просто не успеваешь покупать. Это все тоже деньги. Поэтому не думайте, что это все с неба падает. Те, которые иногда пишут. Что на пользу, мусор страшный. Страшный мусор по всему дому. Но уже... Вот эти все готовы тоже. Сейчас нужно написать адреса. В общем, сегодня у нас, наверное, на всю ночь работа. У нас коридор полностью завален. Полностью. Повезем на газели. Чат, вот эта упаковка. Они очень толстые. Прям хорошие. Толстые. Видите, они хорошие. И они, вы знаете... что они очень-очень дорогие. А эта упаковка буквально на 5-6 посылок. На 5-6 человек. Представьте, сколько уходит на все это. На скотч, я говорю, он не так сложно мне принять заказ, поехать за ним, привезти его, искать в холоде, в жаре, как когда идет вот это вот скотчем, когда обматывают. Моя нервная система взрывается полностью. Я ненавижу звук скотча.
Я готова терпеть что угодно, только не этот звук. И он сутками, мне кажется, в моей голове. Сутками. Каждую посылку. Снова и снова. Сначала в мешок, потом этим скотчем 100 раз. Потом везти на почту. Это огромный труд. Может, кому-то кажется, что это легко, то я тогда в шоке. Это адский труд, в котором трудится вся семья, не одна я. Один человек это не осилит. Нет, это неправда. Потому что в каждой семье есть дети, есть школа, есть садики, есть дом, есть готовка, есть уборка. Одному человеку это двое еле-еле справляются, не то что один. В общем, ладно, вот такие вот дела. Друзья, всем доброго времени суток. Еще раз проверяю, собирали посылки, проверяю уроки. И этот на завтра. А это что? Это вы где, в школе писали? О, хорошо, мне нравится. А Малика что-нибудь говорила, учительница? Молодец. А? Молодец. Молодец, Эллер. Мам, я вот эти две прописала. Жама, вот эти две. В школе? Угу. Ух ты, молодец. Это что? А, прописи, да? А вот это я, мам, подожди, вот это я за Лидой писала все. А вот это я в школе, а вот это половину я за Линой. Это же какая у вас часть? Третья. Третья часть, да? Уже почти заканчиваете третью часть тоже. Молодцы. А по чеченскому вы писали? Угу. Это Йоза. Лулуева София. Видно, рапер, я учу в школе. Лулуева. Слабуева или Лулуева? Гешер хочем, ученица. Лулуева София. Софин или София? Софишки тут звездочки, она хорошо. Ищ. Софиш, давай ты не будешь перебивать. Ты как-то плохо себя сегодня ведешь. Покажи остальные звездочки тоже. Мы ж по порядку все покажем. Хомида Хокихиадо. Хомида это девочки имя. Она выращивает птиц. Ну вот, голуби, птицы. Киадо. Ну, растит их. Кокас Ишлоко. Кока это имя чеченское. Ишлоко. Поет песню. Хоза. Это что, хоза? Хоза. Которые летают. Птицы? Ну, конечно. Вот, хоза, это птичка. Мах был куда? Ветер? Да. Хайндай мох Ты свою родину знаешь.
Дешархой Берта Беха. Дешархой ученики, ну, в дружбе, ну, Бега Ма, живут. а ты читаешь то, что я написала? Мгм. А всем привет. Всем привет. Софишка у нас еще танец учит. И чеченский Надо такой. танец научить. Повторить нужно? Да. А Да. может, ты включишь музыку, я потанцую? Еще этого не хватало. А ну потанцуешь. Чуть позже, ладно? Я сейчас пока чуть-чуть занята. Мне нужно дособирать посылки, вот, девочки. Даже на кастрюле, которые себе заказала, и то не оставляют мне. И их у меня даже купили. Я просто еще через 3-4 дня только поеду, а заказ уже поступил. И хочется поскорее отправить, чтобы люди получили. Ну, я думаю, я ним не пользовалась, себе еще куплю, ладно уж. Так уж и быть. А посмотрите, я готовлю обзор на завтра, друзья, какую красоту я приготовила. Машаллах, турецкие пятерки. И самое главное, девочки, что их можно использовать в микроволновой печке. Это вообще здорово. Ма, что? И все они, у них все разные цвета, видите, они не одинаковые. Вот там большая чашка голубая, там бордовая, там салатовая, там фиолетовая. Ну, цвета меняются, но вот они, девчат, я поближе покажу вам, все расскажу. Угу. Фух. Ма, глянь, какую большую башню. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осталось еще 7. Умид, Хасан. Хайндаймо. Кока, это птица. Кока. Кока. Но мне надо вот это отрезать. Но это имя тоже есть такое. У нас есть даже птица Кока Межиева. Чеченский язык, он такой, знаете, многосторонний. Одно слово может вообще обозначать многое. Смысл даже. Хокас Ешлоху. Как красиво Софишка написала, посмотрите. Хоха поет песню. А вы здесь писали, да? Ма, глянь. Уже 7 этажей. 1, 2, 3, 4, 5. Ух ты, 7 этажей? Обалдеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вау! Ты попробуй мне кастрюлю там еще раскинуть, я это сделаю. Сделай, раскину. Я раскидываю кастрюли направо, налево. Сейчас такой бардак наведу. Урам ноуха, последнее слово написано. Урам ноуха малоуз. Ну, Ура, много молос. Это послушай. значит, на дороге не играйся, там машины едут. угу, все правильно. Осама Амелдира. Осама это Осама или как правильно? Это, ну, это женское имя. Амелдира. Она, ну, разговаривает. Амел это разговор. Ну, вела разговор, скажем так. Война Машарбеза. Нам нужен мир. Война Машарбеза. Вот это произношение очень сложное. Вряд ли его кто сможет произнести, если человек не чеченской нации. Мам, какое слово? Аиг, Олам, Бако, Урам, Ноука, Малоуз. Вот это это очень кто. Ну, кроме чеченской нации, это никто не может правильно произнести. Действительно, это очень сложно. Вот этот, вот это вот. Сложное произношение очень сильно. Осам, Удус. Да? А можно? Хока, хор. Хор это что? Кор? Хор. Окно. Это кор окно, а кор Кор? груша. Мягко. Мягкая – это мягкость. Нет. Мам. Подожди-ка, мам. Софиша. Ма, а Это здесь старые тетради, их уже надо убрать. Почему? Ма, Если... здесь, а здесь есть буква У. А где ты раскрашивала? Когда ты ее рисовала? На самом последнем, глянь. И еще раз окрасила. Девочка крутая, вот она.
Барби. Так, нужно собрать на завтра это все лишнее. Мама, Ау. можно гимн чеченский спеть? Что? Чеченский гимн. Хочешь спеть гимн? Ну, спой. Хацона цетешна хила хояха, но кичится лет ахьетина яха. Кавказ. Каза кастила машона ага, халета сидина яхьот сушнаха. Бар босу хамдеша, бар босу беркат, хойот сукнамай, ногти халхастам. Молодец! Ты вообще супер! Чеченский гимн это самое главное. Молодчина, Софиш, молодчина. Я прям, говорит, можно я гимн спою? Ну, спой. Конечно же, можно.